Новый год – это праздник, которого ждут все. К нему готовятся, наряжают елку, зовут гостей, составляют меню. А для некоторых это к тому же двойной праздник, потому что в этих семьях отмечают еще и день рождения. 1 января свой день рождения будет отмечать маленький Сандро. Для семьи Сангулия начало 2018 года ознаменовалось радостным событием – рождением долгожданного сына. К двум старшим девочкам, таким разным внешне и по характеру, прибавился озорной мальчишка. У меня 30 декабря день рождения. Я думала сделать себе подарок, а он родился вот 1 января. Мы встретили Новый год всей семьей дома. А после разошлись кто куда, кто-то, папа по соседям пошел с мужем, а мы с мамой были дома. Где-то в 2 часа ночи уже поехали в роддом. Такой подарок на Новый год. Да, очень сильно все обрадовались. Астрологи говорят, что ребенок, родившийся в новогоднюю ночь, будет энергичным, предприимчивым и деятельным. Судя по тому, с какой ловкостью и скоростью Сандро собирает и разбирает машинки, играет в мяч и ест конфеты, в этом есть немалая доля правды. Я люблю с ним играть и за ним смотреть. Когда она делает свои дела, я смотрю за ним. Я его учу алфавит, стишки. Читать тоже. Мне тогда было где-то 6 лет. Я помню, когда он родился. Ты обрадовалась? Я обрадовалась. Это для меня был самый лучший подарок. Мы будем отмечать и оба праздника, и Новый год, и день рождения. Из желающих прогуляться с Сандро обычно выстраивается целая очередь родственников. Но малыш чаще всего отдает предпочтение сестренкам. Покажи, какой ты красивый. Еще одной абхазской семье новый 2019 год принес счастье. В многодетной семье Агарба Адамыр стал аж 5-м ребенком. Он появился на свет за пару часов до наступления Нового года, в то время, когда его братья и сестры готовились загадывать желания под бой курантов. Сегодня ребятишки с удовольствием возятся с Адамыром и ждут, когда же он наконец начнет самостоятельно ходить и сможет играть с ними в прятки и догонялки. У меня 5 детей. 4 сына и, как говорится, лапочка-дочка. Старшему 10 лет и младшему сейчас 31 годик исполняется. Тройной подарок для меня и для всех нас был, конечно же. И учитывая то, что я единственный сын в семье, и рождение каждого сына для меня это большой праздник. Прошлый Новый год стал особенным и для большой и дружной семьи Ахры Бигуа. Маленькая Амина стала для молодых бабушки и дедушки первой ласточкой. В этой семье, сохраняя лучшие национальные традиции, в атмосфере любви и взаимоуважения живут 2 поколения. А рождение представительницы 3-го стало для них лучшим новогодним подарком. Это первая внучка новогодняя. И у нас это сына, у нас еще есть внук, он пока маленький, это от дочки. Это чувство, наверное, словами не передать, это надо просто чувствовать, и это огромная радость. Наступает 2020 год, и я хочу пожелать народу Абхазии, чтобы у них все, что пожелаю, чтобы все исполнилось. И огромного счастья, и чтобы это счастье заключалось вот это чудо, вот так и заключалось. Да? Амина – жизнерадостный и любознательный ребенок. Ей очень нравится елка, украшенная сверкающими игрушками и гирляндами, которую она видит впервые. А еще у елочки так здорово танцевать под зажигательные детские песенки. Молодой маме удается успешно совмещать материнство, учебу в университете и творческую деятельность. Наала Гиндия играет в ансамбле гунда на народном инструменте аюма. В воспитании дочери ей всегда готовы прийти на помощь мама и сестра супруга. Я студентка 3-го курса филологического факультета, и у меня как бы индивидуальный график, мне дома помогают с ребенком, я как-то вот так пытаюсь как-то совместить учебу с ребенком. Она общительная такая, любит детей, с ними общаться, играться, любит мультики смотреть, танцевать, иногда поет больше всех, как бабушку она любит.
Лучший новогодний подарок. Он какой? Может быть, тот, который стоит больших денег, какой-то необычный или оригинальный. Несомненно, самый лучший новогодний подарок именно такой, с маленькими ножками, пухлыми щечками и хитрым взглядом. И пусть наступающий Новый год принесет в каждую семью как можно больше таких подарков. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.